Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала Music Travel. Есть в Ленинградской области город, про который все наверняка слышали еще со школьных времен. До 92 года он назывался Петрокрепость. С 92 года ему вернули его первоначальное название, которое ему дал Петр I, Шлиссельбург. И сегодня мы покажем вам этот город с тех сторон, которые вы никогда не видели, даже если вы здесь были. И постараемся рассказать вам его исторические интересные моменты и показать. В переводе с немецкого языка Шлиссельбург означает «ключ-город». Город расположен в Кировском районе Ленинградской области. Его северо-западной части на левом берегу Невы, у ее истока из Ладожского озера. Шлиссельбург небольшой город, его население всего 14 845 человек, но туристы летом массово пополняют их ряды, приезжая сюда со всех уголков России. Рядом с городом находится Ореховый остров, главная достопримечательность которого – старинная новгородская крепость XIV века, о которой мы вам, конечно же, расскажем далее. Поэтому история города уходит далеко вглубь корнями. Еще в Шлиссельбурге берут свое начало два исторических судоходных канала – Староладожский и Новоладожский. Благодаря им город имеет весьма оригинальную конфигурацию. Ну что, друзья, давайте отправимся наконец-таки к крепости Орешек. Отправимся мы в это путешествие на теплоходике и заодно узнаем, сколько там все стоит, сколько стоят билеты, сколько стоит проехаться до крепости на теплоходе. И, соответственно, мы вам все покажем и расскажем. Поехали! Если вы решили отправиться в крепость на теплоходе, то учитывайте то, что придется постоять немного в очереди, так как желающих посетить крепость очень много. Чтобы долго не ждать отправления и посадки на теплоход, можно воспользоваться услугами частных извозчиков, которые стоят неподалеку по той же цене, только в разы быстрее и не стоя в очереди. Стоимость переправы составляет 350 рублей, что относительно недорого за небольшую водную прогулку. 10-15 минут на теплоходе, и вы уже на причале крепости. Стоимость входных билетов оплачивается отдельно. При входе в крепость есть несколько касс, где вы можете приобрести данные билеты. Стоимость тоже относительно невысокая, 350 рублей обычный и 150 рублей льготный. Итого бюджет посещения крепости составляет без льгот 700 рублей. Но если вы решите пообедать в кафе на острове, то средний чек вам обойдется в 1800 рублей. Шашлык, гарнир и солянка. Но все очень вкусно и сытно, и нам очень понравилось. Итого бюджет посещения острова составил 2500 рублей на 2 человек, что относительно недорого. Вот мы и добрались до крепости Орешек, которая является самой главной достопримечательностью города Шлиссельбург. И сейчас мы ее покажем вам со всех сторон, с земли и в том числе самое главное с воздуха, с высоты полета дрона. Ну что, готовы? Тогда поехали! Город Шлиссельбург был основан как новгородская крепость Орешек новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 году, заложившим на острове Ореховый деревянную крепость. В 1353 году новгородцы заложили каменную крепость, возвели крепостные стены и башни. Шведы не раз осаждали Орешек, стремясь оттеснить Новгородскую республику от моря, и крепость неоднократно переходила из рук в руки. В 1613 году крепость была захвачена шведами. Они переименовали ее в Нотебург, что в переводе на русский означало «орех плюс город». В июне 1656 года в ходе русско-шведской войны отрядам воеводы Потемкина удалось занять утраченные земли и блокировать шведов в крепости.
Однако сама крепость, в отличие от Ньеншанца, так и не была взята. В 1702 году город был отвоеван у шведов Петром I, который дал ему нынешнее название. В 1780 году посад на левом берегу Невы был преобразован в уездный город Шлиссельбург Санкт-Петербургской губернии. В предреволюционные годы в крепости на Ореховом острове действовала тюрьма, где содержались политические и уголовные преступники. В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован 8 сентября 1941 года. В то же время сама крепость в течение 500 дней держала героическую оборону, не позволив немецким войскам переправиться на правый берег Невы. А 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» Шлиссельбург был освобожден. В 1996 году город вышел из состава Кировского района, став самостоятельным муниципальным образованием, а 1 января 2006 года вновь вошел в Кировский район как городское поселение. До 2010 года Шлиссельбург имел статус исторического поселения, однако совместным приказом Министерства культуры и Министерства регионального развития Российской Федерации город был лишен этого статуса. Мы показали вам Шлиссельбург со всех сторон, с высоты полета дрона, с земли. Показали вам крепость Орешек. И красивый этот город или нет, решать только вам. Побывать здесь или нет, решать тоже вам. Но однозначная наша рекомендация – это побывать в этом городе. Побывать здесь хотя бы один день. Приехать сюда, погулять по этому городу. Провести здесь замечательный вечер, встретить закат на берегу Ладоги. Оно того стоит. Приезжайте. Это поистине красивый город, который находится в Ленинградской области. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До новых встреч. Пока.